Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Альхамдулиллах, приближается радость мусульман, это отпускать уразу. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалам, для мусульман есть два радости. Первая радость сейчас, которая через несколько минут азан будет и начнем кушать. Это первая радость. Вторая радость тоже, иншаллах, получим. Это встреча с Аллахом, субханаху ва та'аля. Из-за этого мы должны ответственно относиться к этому месяцу. Месяц Рамадан – месяц ответственности. Ответственность мы относимся, не кушаем, не пьем, оставляем своих жен, оставляем много страстей, которые было дозволено до Рамадан месяца. И также в этом месяце сравниваются богатые и бедные. И бедные голодают, и богатые голодают. Один из мудростей этого поста, чтобы богатые тоже почувствовали, как же бывает, когда голод человека есть. Это момент, сейчас мы все, я не могу сказать, какой-то бедные люди, у нас есть очень мало, но сравните сейчас вот это положение. Голод, который вы почувствуете целый день, если это будет постоянно, не только вечером отпускает, а потом заново голодает, нет, если оно будет постоянно, в таком положении находятся в данный момент наши братья, и наши сестры, и наши младшие братья, и дети, младенцы, нету у них даже. Откуда грудное молоко будет, если кушать нету? Другое молоко, которое можно купить, тоже нету. И все, что есть, тоже дорого очень. Я примерно вчера тоже сказал. Килограмм картошки $15. Одного барана спросил я, за сколько могу я купить там. Сказали, от 600 до $800, $900. Один баран. Из-за этого не забывайте их. Есть, алхамдулилля, возможность ваша. Пожертвовать именно им. Кто постарается, может донести до них. Да, есть у нас криптовалюты, можем перечислить, есть кошелек. Кто хочет это перечислить, может сделать. Конечно, чуть-чуть, не как через, если сами не знаете, перечислить через Сбербанк не так легко. Ну, есть возможности. Есть в валютках. Отправлять, купить от них можно этой криптовалюты и отправить без каких проблем. А и потом, это ваши доходы, это голодных людей, этим людям, пусть Аллах Субхану Тааля облегчит им их голод, чтобы Аллах дал им еду и открыл им дорогу и дал им победу. И уничтожил это грязный враг, сионисты. Да уничтожит Аллах Субхану Тааля их. О Аллах! Сотряси земли под ногами этих иудеев, этих сионистов. О Аллах, уничтожи их. О Аллах, дай победу нашим братьям. Это ответственный месяц. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, когда начинались последние 10 дней, это, можно сказать, завтра вечером начинается, 21-ю ночь, заходил на этикаф. И как сказала Аиша, радиаллаху анха, когда заходил последние 10 дней, он туго завязывал свой мизар, свой пояс, и оживлял ночь, и будил свою семью. Вставайте, молитесь, читайте Коран. Это ваша ответственность. Он следует за словами Аллаха Субханаху ва Тааля, который Аллах говорит: «Я айюхаллазина аману, ку анфусакум ва ахликум нара». О, те, которые уверовали. Спасайте свои души и ваши семьи от огня ада. Сам это дело не хватает, будил свою семью. И в другом хадисе говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалам: «Куллукум ра'ин, ва куллукум мас'улун ан ра'иятихи». Каждый из вас является пастухом. И каждый из вас будет спрошен за свой паству. У каждого есть ответственность. У кого-то больше, а у кого-то меньше. За каждую его ответственность будет спрошен судный день. У отца ответственность за семью, у жены ответственность за дом, за имущество мужа, чтобы свою целомудренность сохранила. У рабочего ответственность, чтобы он то, что делает работу, чтобы он делал качественно. У каждого есть ответственность перед Аллахом Субхану ва Тааля, и каждый из вас будет спрошен, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалам.
И самая большая ответственность раба этот месяц – воспитать духовно свою душу. Аллах в Коране говорит: «Ва нафсин ва ма савваха, фа альхамаха фуджураха ва такваха». Здесь «Кад афляха ман заккаха». Поистине счастливым стал тот, кто воспитал свою душу. «Ва кад хаба ман дассаха». Кто загрязнил свою душу, он становится банкротующим. Мусульманин в месяц Рамадан воспитывает свою душу, очищает его. Если этого он не сделает, целый год тоже таким же грязным останется его душу. Тем более месяц Рамадан, месяц тренировки, месяц воспитания, месяц много благодат, месяц, который окованы шайтане, открыты врата рая, закрыты врата ада. Этот месяц обязательно должны мы воспитать себя и свою душу. Из-за этого каждый должен смотреть на свое сердце. Если там на кого-то зависть, ненависть, это надо убрать, почистить сердце. Воспитать себя трудно, но должен человек воспитать. Из-за этого, братья мусульмане, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, все люди идут, делают деяния, но один из этих людей, группа, освобождает свою душу от огня ада. Как? Они все идут, поклоняются, ибадат делают, эти люди освобождают себя от огня ада, другие грешат, они себя уничтожают. О мусульманин, о мусульманка, будьте из тех людей, которые освобождают свою душу от огня ада. Все люди ответственны, мусульмане все ответственны, и женщины, и мужчины, и все. Мы знаем, какая ответственность была. Даже жена фараона ислам приняла и призывала их в ислам. Она не побоялась, зная, что ее убьют. Этот прихмайерша дочки фараона. И сказала: мой и твой Господь Аллах, знаешь, за это слова она убьют. И та же Имрат Фир'аун, жена Имрат Имран, мать Марьям алейхиссалам, ее мать назру сделала, то, что в своем животе находится, она дала обет, что то, что в ее животе утробе находится ребенок, отдать на пути Аллаха, чтобы она служила для Байтуль-Макдис. Она ответственно себя почувствовала. И также даже птица, даже Худхуд, удот Сулеймана, она пошла в Йемен, узнала, там люди поклоняются, не Аллаху Субханаху ва Тааля ширк делают. Она принесла эту весть, рассказала Сулейману, она свою ответственность выполнила. Из-за нее весь этот народ ислам приняли. Каждый должен быть почувствовать ответственность, которая находится на себе. Каждый может меньше или больше помочь для ислама. Кто-то словами, кто-то деяниями, кто-то работой, кто-то помогая мусульман, кто-то строит мечеть, кто-то садака на пути Аллаха, чувствует должен мусульман ответственность. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля каждый из нас должным образом выполнить тот ответственность, которую Аллах Субханаху ва Тааля на него положил. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы могли воспитать себя этот месяц должным образом. О Аллах, прости наши грехи, принимай наши посты, принимай наши садака. Остался от месяца Рамадана 10 дней. Месяц Рамадан улетает, и мы не успеваем. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам эти последние 10 дней должным образом провести. Это последние 10 дней, это месяцы, это последние 10 дней, один ночь из этих 10 дней является Лайлатуль Кадр. Это тот ночь, который лучше, чем 1000 месяцев. Именно эти 10 месяцев усердствуйте дуа, сужде, когда каунут делаете, махдина, когда читаете, когда ураза отпускаете. Просто по дороге ходите, усердствуйте дуа, просите Аллаха Субханаху ва Тааля искренне за ваших братьев в Газе, за ваших братьев, которые находятся в тюрьмах, уйгуре, этих грязных китайских тюрьмах, этих коммунистических тюрьмах, которые уничтожают полностью религию, полностью народ и религию, запрещают молиться, запрещают поститься, запрещают даже Коран, как это было при Советском Союзе. Делайте дуа искренне, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля облегчил им и дал победу всем мусульманам, чтобы они могли соблюдать свою религию должным образом. Джазакум Аллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.